Там кое-какие интересные вещи про нового главу. Исполняющего обязанности. Исполняющего обязанности. Временно. Да, и такой очень оптимистический прогноз относительно КПРФ. Да, добрый вечер всем зрителям и читателям интернет-журнала 7 на 7. Меня зовут Максим Поляков, я заместитель главного редактора, и сегодня мы решили в условиях карантина попробовать новую форму общения с нашими читателями и с ньюсмейкерами, с людьми, с которыми мы часто общаемся. Это такой паблик в состоянии платформе Zoom. Вчера, 2 апреля, глава Коми Сергей Гапликов написал заявление об отставке по собственному желанию. И уже сегодня, 3 апреля, в Сыктывкар прилетел временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. И вот сегодня мы решили поговорить с людьми, что же такое произошло, какими были практически 4 года Сергея Гапликова в Коми. И называется наш паблик-ток «Ожидание и реальность» между Гапликовым и Гайзером. Я рад, что сегодня к нашей беседе уже присоединились депутат Государственного совета от КПРФ Олег Михайлов, общественный деятель, учредитель независимой газеты «Вещки да Щорни», там прямой разговор Николай Братенков из Ижмы, и из Сыктывкара общественник и издатель 7 на 7 Леонид Зильберг. Мы надеемся, что в течение беседы к нам присоединится журналист портала «Красное знамя» Валерий Черницын. Господа, вам добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Мой первый вопрос, я попрошу каждого из вас на него ответить, желательно очень коротко. Вот в Сыктывкаре разгар эпидемии коронавируса. Ситуация очень сложная, город фактически на карантине находится, и именно в этот момент Гапликов пишет заявление об отставке. Насколько неожиданным для вас казалось это решение уже бывшего главы Коми? Леонид, давайте с вас начнем. Оно, да, показалось неожиданным, но на самом деле, если было, так сказать, ну, чуть-чуть там раскинуть мозгами и просчитать, то оно совершенно ожидаемо. Дело в том, что промедление с его отставкой было связано с проведением так называемого всенародного голосования, потому что боялись поменять команду непосредственно перед этим голосованием. С тех пор, как это голосование было отменено или передвинуто, или там, что там с ним произошло, вот, на самом деле судьба Гапликова была решена. Просто вот какая-то инерция не позволила сделать вот этот шаг, просчитать, потому что, ну, действительно, там коронавирус, эпидемия, и думалось о чем-то другом. Вот, но на самом деле он уже был давно подвешен и висел он именно на этом голосовании. Голосование было отменено, но остальное это поводы, остальное это поводы, а не причины. Да, спасибо, Леонид. Давайте дадим слово другим людям. Олег, расскажите, насколько для вас было неожиданным это решение? Ну, на самом деле, ничего тут неожиданного с моей точки зрения нет. Дело в том, что слухи о том, что Гапликов со дня на день уйдет в отставку, циркулировали практически с момента его назначения на должность главы Республики Коми в 2015 году. Наверное, на моей практике так часто не уходил, значит, в отставку ни один руководитель. Мы с вами прекрасно знаем, кого только не прочили на место главы Республики Коми. Поэтому, естественно, ну, сейчас это свершилось. Я считаю, что свершилось, слава богу, потому что за то время, пока Гапликов был главой Республики Коми, он вверг ее просто в системный кризис, который можно охарактеризовать 3 словами. Это деградация, деиндустриализация и депопуляция. То есть все, что можно было провалить в Республике Коми, значит, Гапликов провалил. Поэтому абсолютно закономерный итог – это то, что в результате он освобожден от этой должности. О том, с какими итогами Гапликов завершил свое нахождение в Коми, мы поговорим чуть попозже. Николай, как вам из Ижмы видится, насколько это решение было таким спонтанным, неожиданным, были ли для него предпосылки до? Я согласен вот с товарищами моими, потому что это давно ожидаемое нами решение. И, скорее всего, это лишь потому долго шло, что Путин не любит бросать своих, и поэтому последней точкой вот послужил коронавирус, вспышка его. А так это давно должно было случиться. Спасибо. Я вчера
когда стало известно о том, что Гапликов уходит в отставку, пообщался с некоторыми муниципальными служащими из Воркуты и из Ухты. И они мне в один голос говорили о том, что лучшего губернатора, лучшего главы Коми они за последние несколько лет не знали, да, то есть они не видели. Гайзер не был таким, Торлопов не был таким, Воркута столько не получала преференций, сколько получала при Гапликове. Леонид, ты вчера написал пост, который заглавил, ну, несколько хороших слов, да, как прощание Гапликову. Я попрошу вас сейчас вспомнить что-нибудь хорошее, что Гапликов сделал для региона. Ну и поскольку, Леонид, ты написал пост, я тоже предлагаю тебе первому начать. Что хорошего ты можешь вспомнить за последние 4 года? Нет, на самом деле, Максим, хорошего было много, но смешно здесь то, что хорошее – это не то, что сделал Гапликов, а хорошее – это то, что не сделал Гапликов. Поясни. Но на самом деле он в силу полного неумения своей команды, он развалил вот ту как бы административно-командную систему, которая очень эффективно работала при Гайзере. В результате в республике стало больше свобод. Вот, назвать это заслугой Гапликова, это его заслуга объективно. Вот. Например, ты можешь привести один пример? То есть свободы стало больше? Я считаю, что даже пресса вышла из-под такого давления, под каким она находилась. Вышли из-под давления там разного рода организаций, национальные организации, вот, допустим, Коми национальная организация. Вообще, на самом деле, очень многие общественные движения вышли из-под давления. Даже вот, я скажу даже так, я совершенно не уверен, что нам бы удалось открыть револьт-центр и так вот спокойно функционировать в эпоху Гайзера. Честно, это вполне возможно, чтобы мы находились под жестким давлением, нам там делали бы какие-то, так сказать, неприятные вещи. И много, на самом деле, таких вещей. Это заслуга Гапликова. Вот. Отчасти заслуга, потому что он вообще мало внимания обращал на то, что происходит в республике, и он правил республикой, там, я когда-то формулировал таким образом, спиной к республике, лицом к Москве. Да, значит, это такой стиль управления, он абсолютно закономерно вытекает, и вообще почему я против того, чтобы бросать ему в спину какие-то камни, потому что он на самом деле абсолютно производная этой системы, он не хуже, не лучше, там хуже кого-то, лучше кого-то, там, да, но это продукт системы, и в том, что вот такой вот человек был спущен из Москвы, вина Москвы. И в общем, на самом деле, самый замечательный человек, который к нам придет, сейчас, возможно, сейчас вот человек, который назначен, возможно, это очень образованный, очень хороший человек. К сожалению, он будет тащить на себе груз вот этой неправильности, глубокой неправильности, что республика не выбирает сама из своих людей, знакомых, понятных ей людей. И республика не обладает там ресурсом финансовым, республика вообще ничем не обладает в итоге. Вот. И человек всегда, любой человек, который сейчас придет, будет править спиной к республике, лицом к Москве, что бы он ни изображал. Это системная проблема. Вот. И поэтому, так сказать, вот мое отношение к Гапликову, оно не такое плохое. Гапликов, нормальный человек, Сергей Анатольевич. Пусть будет. Ага. Николай, вы дважды были депутатом Государственного совета, были главой Ижемского района. Как вам виделось оттуда, из Ижмы, правление Гапликова? Вопрос, опять же, про какие-то хорошие вещи. Удалось ли их разглядеть? Ну, во-первых, в моей памяти 5 глав, которых при мне были. Ну, конечно, Морозов и Спиридонов – это люди, с которыми никто не сравнится из этой череды. Вот. Торлопов мой одноклассник, но я думаю, что он ничего не сделал для республики. Гайзера я считаю главой, при котором можно было чего-то добиться. И мы добивались, когда закрывать хотели садики детские, 4 штуки, мы 3 отстояли. Мы отстояли свой мост, когда мы вышли 500 человек митингом. То есть при нем еще какая-то демократия была, и это нормально. Вот. А Гапликов, что про Гапликова скажу. Единственное, самое лучшее, что у него есть, это великий его лозунг. Будем жить лучше, чем в Европе. Такой заоблачной мысли не высказывал никто из предыдущих глав. И поэтому я за его мечту, его уважаю. Вот единственное, за что могу уважить. А дальше
дальше я ничего не вижу, чего он не сделал. Короткий Чего тогда бы он вам не вопрос. сделал. Николай, короткий Мгм. вопрос. Ну, ведь вот Шпектор, бывший мэр Воркуты, он сказал, что Воркута – столица мира, и люди в это верили, они как бы играли в эту игру, и настроения в городе на тот момент были очень хорошими, положительными, не было ощущения безысходности. Это тоже популистский лозунг, но почему в этом случае у Шпектора получилось на уровне Воркуты, а у Гапликова с прекрасным таким же лозунгом не получилось? Да потому что, во-первых, я знаю хорошо воркутинского нашего мэра, он молодец, он имел свою команду и немало делал, не только говорил, что это, так сказать, столица, да? Он сделал для этой столицы, у него была команда. У этого человека команды не было. Были пришлые люди, которые, может быть, хороши были в его строительной команде, но не в политической команде республики. Поэтому у него я не вижу успехов, кроме лозунгов. Спасибо. Олег, вам есть что добавить к тому, что сказал Леонид и Николай? Хорошее конечно. вспомните? Да. Дело в том, что я вот не совсем согласен с Леонидом по поводу того, что, значит, в Республике Коми, значит, стало больше демократии. Ничего подобного не происходило. Дело в том, что некоторое время назад, вы помните, у нас, когда возникла ситуация с ШИСом, мы активно публиковали информацию об этом, использовали в том числе и средства массовой информации, газеты разные. Через какое-то время, когда, значит, действительно эта значит, тема стала животрепещущей на территории всей Республики Коми, когда люди стали обращать на нее внимание, тут же поступило указание многим, значит, руководителям этих изданий, значит, слово «ШИС» вымороть из любой публикации на эту тему. Просто. И все тут благополучно так и поступили. Поэтому я не думаю, что здесь не оказывалось какое-то давление. Дело в том, что когда Гапликов только заходил еще тогда в статусе временно исполняющего обязанности главы Республики Коми, я тоже давал комментарии на этот счет, и уже будучи депутатом Госсовета, и как раз сказал о том, что совершенно чуждый для Республики Коми человек, совершенно не знающий ее специфику, абсолютно никогда в жизни до этого не бывавший в ней, как он сможет, значит, управлять качественно. Естественно, у него ничего не вышло, как мы видим из практики. Вот. Кстати, многие ему поверили, в том числе и Леонид, тоже за него голосовали, вы сами об этом заявляли. Поэтому, естественно, здесь не может быть никаких вопросов. Он абсолютно чуждый для республики человек. Его команда, это команда, как мы ее называли, команда гастролеров, которая приехала сюда и, значит, вертела, что называется, с республикой направо и налево, а результат мы все видим с вами ежедневно. Мы видим, что из республики уезжали огромное количество людей, десятки тысяч в год. Мы видим, что ни один из его планов не был реализован. Предвыборное обещание я уже вспоминать даже не буду, это просто уже, значит, из области фантастики. Поэтому ничего вспомнить хорошего об этом человеке нельзя. Знаете, вот об уходящем главе либо хорошо, либо ничего, да, что называется. Ну, значит, тогда ничего. Вот. Но единственное, я вот в чем согласен с Леонидом, это в том, что действительно система выстроена так, что ставленник Москвы, он будет реализовывать именно ту политику, которую реализовывал Гапликов. И я уверен, что с точно таким же посылом, значит, заходит в республику и нынешний исполняющий обязанности. Вот, потому что это точно такой же ставленник Москвы. Точно так же он не имеет никакой связи с нашей родной республикой. Поэтому принципиальное требование наше, и принципиальное требование, я считаю, что всех здоровых сил в Республике Коми – это свой местный глава, который имеет связь с республикой, который имеет, значит, почву, вот, который в ней родился или долгое время прожил. Не имеет значения. В данном случае это человек, не утративший связь с народом, не утративший связь с людьми. Для нее это родной человек, который относится к ней как к родному дому, а не как к месту работы. Поэтому, конечно… Да, Олег, да, мы Конечно ваши… же, ситуация в этом плане, она такая. Потом по поводу, значит, тезиса о том, что у Республики Коми нет денег. Ничего подобного. Мы перечисляем в консолидированный бюджет 250 миллиона рублей ежегодно. Просто все эти доходы идут в федеральный центр практически, там 2/3 уходят в Москву, это НДПИ в основном. Естественно, у нас остаются сущие копейки. Так давайте решать этот вопрос. Ведь при том же Гайзере и при предыдущих главах, значит, Республики Коми было соотношение примерно 50 на 50. А вспомните, тогда цены на нефть были гораздо выше, чем нынешние. Там, да, Олег, я прерву вас. У нас будет время обсудить, в том числе в некоторой степени, вашу политическую программу после вашего сегодняшнего заявления. У меня вопрос связан с том, что
такой. Некоторые люди видели, там, связывали уход Гапликова с тем, что, не знаю, к примеру, последней точкой стала вспышка коронавируса, или ситуация с ШИСом, или какие-то бюджетные проколы в работе. Вы вот сами сейчас только что сказали, что для вас важным пунктом стало то, что он не смог, скажем так, стать своим в Республике Коми. Насколько вот этот пункт, да, о том, что человеку не удалось наладить отношения с местными элитами, сыграл, ну, какую роль он сыграл в том, что в итоге Гапликов вчера попрощался с регионом? Ну, попрощался, вот, подписал заявление об отставке. Он не то чтобы не смог стать своим, он не ставил такой цели. И те, кто его сюда направлял, они точно так же не ставили никакой цели. Им не нужно было то, чтобы Гапликов как-то врос в республику, там, наладил взаимоотношения. Это было не нужно. Им нужен был человек, который будет 100% обеспечивать, значит, потребности федерального центра. Вот и все. Единственная была задача такова. Поэтому, естественно, он ее отрабатывал действительно хорошо. Но нужно ли это нам, Республике Коми? Я думаю, что нет. Мы федерации, но при этом мы не должны жить хуже, чем в федеральном центре. У нас по Конституции все регионы Российской Федерации равны. То есть Москва точно такой же регион Российской Федерации, как и Республика Коми по статусу своему, по Конституции. Поэтому мы должны, естественно, жить не хуже. А посмотрите, что происходит там и что происходит здесь. Ну, я не буду вдаваться в подробности, сами прекрасно все. Спасибо, Леонид. Как ты оцениваешь, собственно, вот как главную причину то, что Гапликов не нашел контакта с местными элитами? Насколько действительно это стало возможным поводом для отставки? Дело в том, что поскольку сейчас система вот такая, как она есть, то вообще не важно ничего, да, там взаимодействие с элитами, там коронавирус, все это абсолютно, это просто поводы, да, значит, Гапликов не управлял республикой, вот в чем была проблема, и только это является причиной его отставки. Если бы у него сейчас была тотальная там заболеваемость коронавирусом, значит, повальная нищета, но были бы гарантии, что в сентябре он даст хороший результат на выборах, а там, когда в июне или в июле даст хороший результат на референдуме, он бы остался, поверьте мне. Поэтому только это сейчас имеет значение, и в этом это и главное, это и есть главная причина ущербности этой системы. Что, значит, система устроена так, что объективные показатели, реальные показатели, да, качество жизни, там, вот это взаимодействие с элитами, там еще что-то. Кстати, Олег, по-моему, сказал, что я голосовал за Гапликова, это ошибка, конечно, никогда не голосовал. Вот, значит, это все, значит, не имеет значения. Это все прощается, все списывается, если при этом глава будет выдавать каким-то вот чудесным образом, невероятным образом высокие результаты, значит, все будет хорошо, поверьте. Вот, поэтому взаимодействие с элитами, оно важно, конечно, оно важно, косвенно важно в плане управляемости. Да, Леонид, подожди, Гайзер давал прекрасные результаты, и мы видим, чем это закончилось. Гайзер давал прекрасные результаты. Это, значит, во-первых, за это время произошли критические изменения в политике. Сейчас Гайзера бы никто пальцем не тронул, поверьте. Сейчас вообще есть установка, значит, губернаторов не сажать, там, это, значит, были такие тучные времена относительно, ну вот, значит, был дележ, там, были, может, там, кому-то хотелось больше денег, там, кто-то там, кого-то на какую-то мозоль наступил, это была другая история. Сейчас не до жиру, сейчас речь идет об управляемости, речь идет о священной корове рейтинга президента. И там, где рейтинг президента не страдает, там, где каким-то образом глава там, при полном, может, нищете, депопуляции и вообще чем угодно, вот, значит, глава обеспечивает результат, он будет сидеть сейчас нормально. Вот и все. Спасибо. Вопрос Можно? Можно. Ага. Я думаю, что он либо не хотел, либо не умел быть политиком. Два примера, коротко, раз вы говорите коротко. Вот один пример. Объединил Министерство промышленности Министерством экологии, не спросив ни у кого и ничего.
И пришлось нам, Комитету спасения Печоры, организовать 17 митингов, прежде чем дошло до Гапликова, что так нельзя поступать в республике. Второй пример. На этом бы и пойти навстречу Комитету спасения Печоры нет. Была организована попытка рейдерского захвата Комитета спасения Печоры на его конференции будущей. И поэтому вот эти два примера говорят, что он просто или не понимает ничего, не только коми-язык, или он вообще не политик, а строитель всего-навсего. Поэтому он вынужден был уйти. Вопрос лишь состоял, в какое время он уйдет. Быстро или очень долго, на 4-м году своего пребывания на посту. Да, спасибо. Насколько, закрывая эту тему, насколько, как вам кажется, для нового в Рио, да, важно наладить контакт с местными депутатами, с местными чиновниками, стать понятным населению, чтобы, ну, мы предположим, что он будет в сентябре баллотироваться на, предположим, скорее всего. Насколько это важно, по вашему мнению? Лично мне, я, например, думаю так, что Уйба послан сюда прежде всего как человек из здравоохранения, потому что очень плохие у нас положения с коронавирусом. И мне кажется, его главная задача вытащить республику вот именно из этого кризиса здравоохранения. Если это ему удастся, то, возможно, и народ немножко будет про него думать положительно, и, возможно, и сверху посмотрят дальше, быть или не быть. Но я очень, еще раз, очень убежден, что нам надо иметь своего, и тому пример показывает Архангельская область, которая сегодня уже работает с депутатами, чтобы обеспечить фильтр своему народному губернатору. И это очень хороший пример для нашей республики. А наша республика, как говорится, в политическом плане далеко не из последних, и поэтому такой пример ему очень нужно воспринять. Спасибо. Спасибо. К нам присоединился Валерий Черницын. Валера, ты слышишь нас? Да, я вас отлично слышу, очень приятно вас всех слышать. Я прошу прощения, что, во-первых, опоздал, тут некоторые технические проблемы у меня возникли. Нынче, видимо, многим приходится с такими присказками входить в такие беседы, потому что, ну, сами понимаете, да, видеоконференция штука еще не такая, да. А мало того, меня к тому же еще и не видно, у меня проблемы с видеокамерой. Но я вас, когда включился, услышал и Леонида, и Николая, и, естественно, тебя, Максим, так что я готов присоединиться к беседе и включиться. Да, Валера, к тебе вопрос такой. Ты работал как журналист с несколькими главами республики. Со всеми. Со всеми, да. Насколько Гапликов и его команда были открытыми? Как ты оцениваешь, да, собственно, то, как они взаимодействовали с прессой, и что это о нем говорило? Насколько это играло в плюс в целом для региона? Его манера общения с журналистами, с общественностью? К сожалению, на глубокий минус я только могу оценить эту манеру общения с журналистами. Вообще, конечно, ожидалось, когда он только приехал, да, в регион, ожидалась радикально новая схема взаимоотношения со средствами массовой информации. И я думаю, что не надо здесь присутствующим объяснять, почему были таковые ожидания. Ну и, как вы догадываетесь, особенно со стороны нашего издания «Красное знамя», но разочарование было великим, разумеется. По сравнению со всеми, как я вот уже сказал, что я работал со всеми, по сравнению со всеми предыдущими главами республики Коми, Сергей Анатольевич Гапликов отличился максимальной закрытостью и в известной степени даже максимальной грубостью и хамством. Ну, он в большей степени это проявлял скорее не столько даже к журналистам, сколько там к главам администрации, например, на местах, да, очень не стесняясь в выражениях и не всегда, конечно, публично, но и не стеснялся иногда и публично это делать. Вот. И при нем общественная жизнь высохла, информационная жизнь, так сказать, высохла, иссякла, совершенно невозможно стало ни о чем писать. Это, во-первых, и как таковых интересных информационных поводов не было, а самое главное, что и сам он, и его подчиненные показали пример радикальной информационной закрытости. Исключение было одно – Николай Николаевич Герасимов.
Но, как вы догадываетесь, это, во-первых, ну, естественно, кадр далеко не гапликовский, это кадр еще спиридоновский скорее. Ну и, во-вторых, тут, если брать меня лично, то, конечно, это давнишние личные связи. И, конечно, не у меня одного. Николай Николаевич вообще отличался открытостью и очень такой благорасположенностью к людям. Поэтому я очень разочарован Сергеем Анатольевичем и его окружением именно в отношении информационной политики и отношениях с масс-медиа. Есть история, которая, наверное, среди журналистов стала байкой. По приезду в Сыктывкар Сергей Гапликов устроил встречу с главными редакторами изданий. И вот я на ней был, и Валерий на ней был. И на этой встрече он продиктовал номер своего сотового телефона. Я, у кого бы не интересовался из журналистов, кто смог дозвониться по этому номеру, все мне отвечали, что телефон сначала просто никто не брал, потом просто этот номер, ну, как бы не отвечал, потому что этого номера не существовало. Полностью подтверждаю. То есть действительно так и есть. Вопрос ко всем. Я попрошу тоже ответить коротко. Перед этим напомню, что у нас идет трансляция на YouTube, вы можете задавать свои вопросы в комментариях. А нашим участников попрошу аккуратнее с гарнитурой, с микрофонами, не трогать их, там как-то, ну, там, не дотрагиваться, не шевелиться, потому что идут помехи. Вопрос простой. Что вы ждете и что бы вы хотели, чтобы сделал в Рио главы в первые дни, в первый месяц, в первые 100 дней нахождения в регионе? Что, как бы, за что в первую очередь хвататься? Олег, давайте с вас начнем. Олег Михайлов. Да, мне сложно что-либо ожидать от человека, который, опять же, не знает Республику Коми. Вот. Единственное, исходя из его профессиональных компетенций, значит, и, собственно говоря, одним из поводов, озвученных сейчас, значит, коллегами, было как раз то, что он брошен в Республику Коми бороться с коронавирусной, значит, эпидемией. Ну, вероятно, я бы предположил, что его задачей следовало бы, значит, подавить вот этот вот очаг, который у нас есть, и, собственно говоря, больше я бы ни на что не рассчитывал. Я думаю, что это, опять же, временная фигура, которая нужна только для того, чтобы решить эту проблему. Все. Леонид? Это очень оптимистичный взгляд на вещи, Олег. К сожалению, я думаю, что это не так. И опять, понимаете, мы все время находимся в плену некоторых заблуждений. Мы исходим из того, что все-таки, да, вот несмотря на полное понимание того, что происходит в стране, что где-то есть люди и силы, которые играют за страну, там, за пользу, за нашу пользу, за пользу республики, за пользу России. Понимаете, но это, к сожалению, это не так. К сожалению, игра игра кланов. И человек, который к нам приезжает, он ставленник каких-то конкретных интересов. Каких я еще пока не очень понимаю, значит, ну, уже скорее близок к пониманию, но не готов озвучивать, потому что еще нету полной картины. Вот. При этом это совершенно не говорит о нем плохо, да, это, скорее всего, там опытный, умный человек, высокообразованный и так далее. Вот. Но никто, поймите, как бы никто не играет за команду, никто не играет. Это вот похоже, как в футболе, там один человек, и задача там, из этих 11 человек есть там 3 клана. Задача каждого клана, там по 3 игрока, значит, держать этот мяч, и все. Вот. И задачи забить гол нету. Понимаете? И вот в этом проблема. Поэтому, так сказать, ну, что он сделает? Значит, будет обслуживать интересы, так сказать, тех, кто его послал. Да, и не более того. Ну и хорошо, если при этом он не будет каким-то очень уж вредным, очень уж разрушительным. Хорошо, если он как бы будет там приятно общаться, взаимодействовать. Там. Это хорошо, это всегда хорошо. Человеческие отношения – это всегда лучше, чем их отсутствие. Вот. Но ни на что хорошее надеяться приходится, друзья, пока. И здесь я согласен и с Олегом, и с Николаем, пока эта республика не принадлежит нам самим, потому что, ну, кроме нас она никому по большому счету не нужна. Николай, есть что добавить? Я не согласен, что это человек не команды. Это человек большой олигархической команды, ставленник этого олигархического капитала. И поэтому он будет вести их линию, а не линию народа, живущего у нас в республике. И поэтому ждать от него только единственное, что можно, в силу его профессиональных знаний, каких-то шагов против коронавируса. И я не думаю, что нам надо на него ставить какую-то надежду на сентябрьских выборах. Ни в коем случае.
Я за то, чтобы у нас вышел Олег Михайлов как народный будущий губернатор, и буду в целом его поддерживать. Валерий. Спасибо. Валерий. Ну, вопрос, как я понимаю, я насколько помню, был задан, что, на мой взгляд, нужно сделать Уйбе в первые 100 дней. Ну, что ты ожидаешь сам? Да. Так, что я ожидаю или что нужно? Здесь два разных вопроса. Что нужно сделать и что в этой картине мира попадет в твои ожидания? Значит, совершенно очевидно, что как минимум первые 30 дней это действительно, это коронавирус, он занимает вообще всю повестку, даже не только России, а вообще всего мира нынче. Но для меня теперь я, естественно, буду очень внимательно смотреть, насколько этот человек открыт для общения с общественностью в широком смысле этого слова, в том числе и с журналистами, конечно. И это для меня кажется очень критически важным, потому что, вообще, я не знаю, как я понимаю, никто из присутствующих здесь ни разу не то, что не видел, не слышал вообще даже имени этого человека. Или я ошибаюсь? Вот, например, Олег, он все-таки имеет отношение к биологии, там, да, может быть, нет. А вот вроде человек, вот Гуйба вроде возглавлял федеральное медико-биологическое агентство, которое теоретически могло попадать в поле вашего зрения. То есть этому человеку предстоит сделать самые первые такие азы, самые первые шаги публичной политики. Я понимаю, что, может быть, в нынешних условиях говорить о публичной политике как-то, наверное, смешно, но это пока смешно. А если выборы все-таки назначены, то и если Уйба намерен реально на них пойти и стать главой Республики Коми, то без широкого диалога, пусть даже с месячным опозданием, с учетом всех обстоятельств, ему никак не обойтись. Это совершенно очевидно. Я просто, некоторые из вас говорят, что, возможно, если он пойдет на выборы, вы предполагаете, что возможен другой вариант, в связи с тем, что осталось буквально полгода до выборов губернатора, неужто будет еще одна замена? То есть, по-моему, очевидно, что именно этот человек со стороны партии власти, Кремля, администрации президента будет претендовать. Не знаю, полной уверенности в этом нету. Может быть, действительно тут есть проблемы с коронавирусом, и действительно это какое-то судорожное движение. Кстати сказать, вполне возможно, что мы не оцениваем до конца вообще всю глубину этой проблемы. То, что происходит. Вот у меня есть некоторое количество данных о том, что ситуация в республике еще хуже, чем она... Официально. Чем она не только официально, а даже и там полуофициально, там, да, чем в СМИ. То есть есть то, что многое то, что не попало в СМИ, и кое-что мы там пытаемся найти и подтвердить. Поэтому, в общем, можно допустить, что это вообще совершенно такой вот... Кого там во времена Пушкина отправляли на холеру в Одессу, вот что это вот такой вот управленец там, да, который, понимаете, тут есть один нюанс. На самом деле это ведь очень большое понижение. Уйба, для полного понимания, он не так уж, он нам кажется медиком, врачом, на самом деле он не так уж сильно отличается от предыдущего главы по своей биографии. Это тоже человек очень крупных строек, гигантских строек. Там, это может быть не Олимпстрой, там, да, не триллионы, там, да, но это миллиарды и миллиарды. И то, что ему предназначено делать в республике, это вряд ли интересно. Это колоссальное понижение по сравнению с тем, что он был. Поэтому, может быть, с небольшой вероятностью, допускаю вариант, что ему обещано что-то такое, как бы очень серьезное, хорошее, но вот он должен отработать очень правильно и, исходя из своих компетенций, там месяц-два в республике для того, чтобы погасить пожар. Правда, это маловероятно все-таки. Спасибо. Сегодня... Можно я скажу? Да, конечно, Николай. Мне кажется, у нас республика для того и существует, чтобы посылать туда людей на наказание. И насколько мне известно, там у заместителя министра Уйбы не сложились отношения с министром. И, возможно, это является причиной, одной из причин того, что нам его прислали. Но я думаю,
он пойдет на выборы, если будет победа, ну не победа, так большая положительная роль в коронавирусе. Тогда народ может его понять. Но в другом варианте я, например, вижу, что у нас политическая ситуация все-таки республика интересная, народ активнее, чем даже возьмем в других соседних районах, и поэтому регионах. И поэтому, если этого не будет, я думаю, что шансы у него все-таки сильно уменьшатся. Я бы хотел добавить еще буквально 2 слова. Вот. Мы рассуждаем сейчас о том, что пойдет он или не пойдет на выборы. Вопрос заключается ключевой в другом. А будут ли выборы в сентябре этого года? Ведь уже сейчас отменены выборы, значит, 5 и 12 апреля в Республике Коми. Они перенесены на там, неопределенный срок. А будут ли в сентябре эти выборы? Особенно с учетом абсолютно негативной динамики, связанной с кризисом в экономике, да, с упадком, с падением мировых цен на нефть, с коронавирусом, с вот этими конституционными преобразованиями и так далее. То есть Российская Федерация вступила в пору больших потрясений. И мы с вами как раз являемся свидетелями этих потрясений. И Республика Коми, как оказалось вчера, является одним из центров вот таких вот потрясений. И поэтому я не исключаю, что при для власти негативном сценарии развития ситуации она может просто пойти на радикальные шаги и просто, значит, заблокировать проведение любых выборов на территории Республики Коми. Вот и все. Да, спасибо, Олег. У меня вопрос, опять же, в продолжении этой темы. Несколько лет назад, не помню точно, 2–2,5 года назад, возможно, 3, поменялся губернатор в Республике Карелия. Туда прислали, значит, тоже из Москвы человека, но он был родом из Карелии, Артур Парфенчиков. И когда, значит, была первая встреча, значит, Путина и Парфенчикова, и Путин предлагал ему возглавить регион, он спросил у него: вы знаете, я так понимаю, что вы из Карелии? А он говорит: да-да-да. Ну, и как-то он сказал, типа, откуда, или откуда именно он имел в виду, из какой, как? И Парфенчиков сказал, что, ну, мол, он из глубокой Карелии. И да, эта фраза превратилась моментально в мем в этом регионе. В этот момент журналисты поняли, что сам, собственно, Парфенчиков человек, с которым можно более-менее вести открытый разговор. Он был гораздо более публичным в социальных сетях и как бы не боялся общения с журналистами и так далее. Валера, вопрос к тебе. Вот если сравнивать глав там Торлопова, Гайзера и Гапликова, твои ожидания на основе твоего опыта, какие ожидания, каков бы был бы, какая открытость губернатора в Рио сейчас и его команды тебя бы устроила, да, и как бы насколько, как бы, как он должен себя вести в этой ситуации, прятаться от людей, за пресс-секретарями, не прятаться, выходить, не знаю, как Спиридонов, к людям и общаться. Возможно ли это сейчас в наше время? Ну, собственно, в твоем вопросе заключенный ответ. И я хочу вот что, кстати, напомнить. Вот как раз та самая встреча с главными редакторами СМИ, с которой во многом началась вот эта вот серия встреч тогда Гапликова со многими представителями. Он встречался и с учеными, там, с общественными деятелями и так далее. Она как раз внушала очень большой оптимизм. Для меня самое очевидно, что УЙБА должен, ну, как минимум сейчас сделать какое-то важное телевизионное заявление, ну, там, телевизионное, YouTube, там, неважно, в общем, видео обращение к жителям республики. Это как минимум. А вообще-то как оптимум встретиться с главными редакторами и как максимум уже просто встретиться с журналистами и дать ответы на вопросы. Потому что в этой ситуации я другого просто не вижу. Иначе снова по сетям поползет бог знает что. Это естественно в нынешних условиях. Вопрос не политический, а вопрос чисто хозяйственный. Гапликов приехал и пообещал, что у нас будут построены разные объекты. Не все они были построены, а некоторые недостроены. Школа в орбите, ремонт стадиона и так далее. Сейчас Серегова, да. Сейчас Серегова это наследство Гайзера еще. Гайзера, да. Сейчас получается история в том, что эти объекты в некотором степени подвисли. И непонятно, как ситуация будет развиваться, потому что Гапликов обещал, его гарантии были, Гапликова нету. Как вы думаете, что будет с этими объектами происходить, очень важными, жизненно важными объектами в регионе? И это вопрос от нашего читателя, слушателя.
И каким образом лучше выходить из этой ситуации? Как вы видите, Леонид? Честно сказать, Ничего не будет. Гапликов, по-моему, вообще ничего не построил. Вот. Мне даже сложно сказать, что он построил. А то, что построил, по-моему, лучше бы не строил. Вот, потому что это какой-то, там, этот завод башенных кранов, там, значит, где завезли какие-то железяки, потом, значит, то есть это все довольно, ну, довольно анекдотично. Вы понимаете, вот это все же то же самое, это же производное одного и того же. Значит, поскольку управление ведется спиной к республике, там, да, то придумываются какие-то проекты, значит, там, где можно освоить побольше денег. Вот стадион там нужно, там, сейчас снести надо замечательный стадион, который есть там, да, вот, и, значит, для чемпионата мира по хоккею с мячом, не знаю, будет, может, его тоже уже не будет. Вот, стадион, кстати, уже, по-моему, снесли, да, вот, сейчас будут строить новый. Зачем? Вместо этого можно было там 5 бассейнов, наверное, построить. То есть это все логика абсурда, да? Логика вот управления, я не знаю, ну вот какого-то вот с точки зрения освоения денег и так далее. Поэтому я не знаю, лучше ничего не надо строить. Вот ради бога, как бы, пусть он пожалуйста, ничего не строит. Пусть он помогает существующим бизнесам, пусть он помогает существующим предприятиям. Пусть увеличивается количество рабочих мест, пусть увеличивается там заработная плата, там производство продукции. Вы знаете, вот много претензий было к команде Гайзера. Я сам начал с того, там, что была там, административно-командная система, но не так много при нем строилось. Но вот даже на суде над Гайзером, когда разбирали вопросы того, что они там сделали там, и как они, как бы, в кавычках, навредили, значит, тому или иному предприятию, которого они получили в собственность. Выяснялось, что вот, ну, там же в основном шел вопрос о фабрике Зеленецкой, например, да? И прямо на суде задают вопрос, а что вот, значит, количество работников уменьшилось? Нет, увеличилось. А зарплата, а социальные пакеты? Все это выросло. Да, все это выросло. Это вот при всех недостатках были вот такие вот вещи. И сейчас нужно делать ровно то же самое. Надо повернуться лицом к республике, и нужно улучшать работу существующих предприятий. И не надо пока ничего строить, потому что вообще государству надо как можно меньше строить. Надо давать возможность что-то строить. Но пока сейчас не та ситуация. Пока нужно помочь тому, что есть, и это будет хорошо. Олег, вы, собственно, как законодатель, как вы видите эти бюджетные процессы? Знаете, тут два момента есть, которые я бы хотел отметить. Ну, во-первых, волей или неволей мы все равно будем сравнивать ту ситуацию, которая сейчас происходит, с ситуацией 2015 года. Потому что это было второй раз в истории нашей республики, что, значит, президентом, да, назначен временно исполняющий обязанности в лице человека, который не имел, опять же, повторюсь, никакого к ней отношения. Поэтому, помните, ведь поначалу от Гапликова были тоже какие-то ожидания. Значит, он достаточно жестко там расправлялся с чиновниками, да, там высказывал свои, значит, какие-то замечания, достаточно в грубой форме в том числе, да, это сегодня уже было сказано об этом. Вот. И для жителей Республики Коми, для граждан, значит, он, в принципе, виделся таким достаточно эффективным руководителем, который много, значит, получил опыта, работая, значит, руководя Олимстроем, и сейчас вроде как он все, значит, здесь восстановит, все, что, значит, было украдено, да, как по сообщениям средств массовой информации говорилось, значит, предыдущей командой, и будет все хорошо. Что мы получили в итоге, вы сами прекрасно знаете. Глава, значит, Гапликов, глава сбывшихся надежд, да, по большому счету. А сейчас уже люди к УИБе настроены совершенно по-другому. То есть они уже знают, у них уже есть опыт подобных вещей. Поэтому я не думаю, что какие-то вопросы, например, связанные с реализацией тех проектов, которые начал Гапликов или получил в наследство от предыдущих глав и передал по наследству следующему временно исполняющему обязанности, они найдут какое-то, значит, ну, какую-то, значит, шумиху поднимут. Вот. Поэтому здесь, конечно, я считаю, что ничего ожидать особого от него не стоит. То есть те проекты, которые были, они также, значит, ничем не закончатся. Что касается, скажем, вот как законодателя бюджетного процесса, на самом деле, значит,
да, новый временно исполняющий обязанности, он ведь не в конце года там финансовый, не в рамках формирования бюджета на следующий год пришел. Он пришел в разгар, что называется, реализации тех, значит, проектов, которые были уже. Да? У нас огромные проблемы, связанные с социальной инфраструктурой, которая очень ветхая, медицинской инфраструктурой. Да? Где у нас инфекционная больница в Сыктывкаре, которая должна была несколько лет назад еще быть построена? А сейчас бы она очень пригодилась. Вот. И так далее. То есть мы можем это вспоминать. Я думаю, что ничего нового не произойдет. Он будет дальше реализовывать ту политику, которая была при Гапликове. Ничего принципиально не поменяется. Ничего принципиально не поменяется. Здесь нужен человек, во-первых, который несколько по-другому пойдет к принципам формирования бюджета, а с другой стороны, этот человек должен уже понимать, что те принципы, которые были заложены в предыдущее время, они уже не работают, они не приносят результата, самое главное. И действительно, повернуться лицом к республике Коми – это хорошая задача, это то, что нужно сделать. Но сможет ли человек, который является ставленником Москвы, это сделать? У меня большие сомнения. У нас остается Максим, я коротко. Давайте. Значит, Москве нужен лес, нужен газ, нужна нефть. И вовсе, особенно при падении нефти, не нужны строительства. Ни того социального объекта, ни других. Поэтому, к сожалению, московские ставленники будут вести дальше такую политику, и сомневаться в этом, я думаю, многие понимают, что нет смысла. У нас остается чуть больше 10 минут. Валера, к тебе такой вопрос. Ты давно и долго наблюдаешь за ситуацией вокруг строительства полигона на станции ШИИС. Гапликова за это многократно критиковали. Теперь эта проблема, собственно, как наследство передана новому ВРИА. Как ты видишь развитие этой ситуации в разрезе, собственно, нового человека, который должен выработать свою позицию публичную по отношению к этому строительству, и как эта проблема должна быть решена, какое место внутри этой истории занимает вот новый ВРИО? Ну, благодарю за столь высокую оценку меня как эксперта по ШИИСу. Я думаю, что вот как раз Олег Алексеевич в этом смысле несравненно больше эксперт. Но, тем не менее, из того, что я знаю, из того, чем могу, как могу наблюдать и делиться, я думаю, что в ближайший месяц, конечно, никакого ШИИСа в повестке не будет, это понятно. Но в дальнейшем, безусловно, ему придется определяться по этому вопросу. И тут, опять же, я хотел бы вот вернуться к такому качеству, как открытость, доступность и диалог с общественностью. Я бы, вот если был бы на его месте, более или менее разрулив ситуацию с коронавирусом, с эпидемией, между прочим, просто взял бы и поехал на ШИИС, когда там, ну, более или менее подсохнут дороги. Я представляю сейчас, например, как там вообще все это примерно, да, будучи... Когда я бывал там зимой-то не так просто, а что делается сейчас, я вообще с трудом представляю. Вот, поэтому это никуда из повестки не уйдет, это совершенно очевидно. Это войдет в какое-то новое качество, с учетом еще отставки Орлова и нового архангельского руководства, вроде как сравнительно молодого, да, и производившего в Ненецком округе вроде как приятные впечатления, насколько я могу судить. И, кстати, обратите внимание, в отличие от нас, действительно, вот Цыбульский назначен на Архангельск. Он производит впечатление так называемого, из поколения так называемых новых менеджеров. Да? Ну, посмотрим. Я вижу вот таким вот образом. Ему рано или поздно по ШИИСу однозначно придется выехать. Но есть же понимание того, что проблема ШИИСа, она в Москве. То есть эта проблема, этот вопрос конечно, решается в Москве. Конечно, да. И без воли Москвы там запретить, остановить эту стройку невозможно. И этому человеку между молотом и наковальней, между Москвой и жителями двух регионов нужно будет находиться так или иначе. Если учесть, что в Думе с третьего раза прошел законопроект, который позволяет тем железнодорожникам уже все делать без проектов, и это прошло даже с третьего раза, потому что даже Единая Россия была против дважды, пока 45-минутный перерыв не объявили. Поэтому там дальше будет идти однозначно. Если выборы будут, после сентябрьских выборов будет абсолютно продолжение этой же политики. И нам надо готовиться к открытому
противостоянию очень сильному, потому что тогда уже, если этот закон принят и будет возможно строительство без проекта, то попробуйте, чем мы можем взять мирным способом. Леонид. То, что касается ШИСа, ну, действительно, сейчас это вряд ли это находится в приоритете и будет находиться в приоритете у нового главы. Но есть ощущение, что все-таки этот вопрос спустят на тормозах. Ну, вот не та ситуация, чтобы так уж сильно настаивать. Тут дело в том, что что и в Москве, в общем, изменилась до какой-то степени диспозиция. Вот эти вот все мусорные кланы, которые тут существуют, они, значит, у них изменилось отношение сил. Я не могу говорить точно пока, у меня вот, я не собрал всю информацию, но у меня есть некоторые данные, что вот новый глава, он связан с одним из мусорных кланов, вот, и, значит, и с тем из них, которые, в общем, не заинтересованы в этом строительстве. Поэтому, значит, я скорее склонен думать, что ШИИСа не будет. И, в общем, это не главное сейчас вообще в повестке дня. Олег, не совсем правильно. Дело в том, что мусор-то некуда девать, не строят ничего, кроме варианта ШИИСа. Поэтому я думаю, что вопрос станет еще более острым. Значит, есть варианты мусоросжигательных заводов, и вот те люди, которые, на самом деле, ну, понимаете, друзья, вот нам приятно представлять себе, что ШИИС – это продукт, такой чистый продукт как бы народного гнева. Вот. Ну, значит, к сожалению, это все не совсем так. Ну, нет, это так, я не хочу как бы ничьих заслуг там уменьшать, преуменьшать и так далее. Но этот народный гнев, он хорошо начинает работать тогда, когда он поддержан там кем-то еще. Вот. И вот похоже, что вот этот кто-то еще победил, скажем так. Леонид конспиролог. Обязательно, когда выяснишь, напиши пост на «Семерке». Что ты узнал про это? Когда у меня вся картина будет, я напишу. Да. Олег, я правильно помню, что вы входите в президиум Государственного совета? Да, в президиум вхожу. Скажите, вот сегодня было селекторное совещание, на котором представляли временно исполняющего обязанности, и по нашей информации туда должны были пригласить членов президиума Государственного совета, правильно? Ну, там были вообще депутаты Государственного совета. То есть вы, ну, как бы у вас была возможность услышать, что говорит временно исполняющий обязанности? Да, была возможность услышать. Но если коротко, вот у нас буквально там 4-5 минут осталось, расскажите, о чем говорил временно исполняющий обязанности, вот впервые выступая перед депутатами, чиновниками, общественностью. Значит, я бы хотел, вот, поскольку немного времени, два принципиальных момента. Во-первых, то, что сегодня говорилось, да, значит, опять же, те чиновники, которые у нас были на связи, да, в том числе и Гапликов, вот, они все не перестают употреблять в отношении Республики Коми один очень неправильный термин – территория. Мы не территория, мы Республика Коми. Это субъект Российской Федерации. Территория – это нечто другое. Вот. Во-вторых, он, конечно, значит, то, что он говорил, вот, это было достаточно неубедительно. Он призывал сплотиться, значит, давайте все вместе, все дружно. Ну, это выглядело очень натянуто и неубедительно, еще раз подчеркну. Вот. Поэтому на меня большого впечатления, значит, его спич не произвел. Вот. И второй момент, который, значит, я бы хотел тоже подчеркнуть, это ситуация по ШИИСу. Значит, не надо думать о том, что Москва просто так взяла и приняла решение, значит, что там приостановить и свернуть. Это все было сделано только благодаря, значит, активности широких, значит, слоев жителей Архангельской области и Республики Коми. Все, только и благодаря их действиям вот, это было осуществлено. Москву заставили приостановить эти вещи. Заставили простые жители, значит, наших двух, значит, северных субъектов Российской Федерации. Все.
Вот это так. И если мы будем продолжать свою активность в этом направлении, Москва никогда не привезет к нам свой мусор. Только мы сможем защитить нашу республику и Архангельскую область от, значит, этих действий. А Москва не первый раз придумывает нам, значит, вот такие вот сюрпризы. Вспомните пенсионную реформу, да, значит, мусорная реформа, ШИС и все остальное, НДС и прочие дела. Ну сколько можно уже, в конце концов. В общем, все прогнило. Да, очень похоже на начало предвыборной речи Олега Михайлова. Сегодня Олег написал в социальных сетях о том, что он собирается баллотироваться на пост главы региона. У меня вопрос к Валерию Черницыну. Ну, собственно, я хочу, чтобы вы коротко, это последний вопрос, прокомментировали. И, Олег, вы в самом конце. Олег Михайлов, Иван Иванов, неважно, Петр Петров, какой бы замечательный человек от народа бы не пошел на выбор главы Республики Коми, есть стойкое ощущение, что система выстроена так, вот что бы люди бы не сделали на местах, победит представитель партии власти, ну, условно говоря, да, там, временно исполняющий обязанности. У нас позапрошлом году было 4 исключения, 4 региона, которые не проголосовали за единороссы. Шансы очень маленькие. Валерий, насколько ты оцениваешь, не применительно к Олегу Михайлову, а применительно, в принципе, к кандидату не от партии власти, шансы такого человека победить на выборах главы Республики Коми? Нет, я вынужден в данном случае как раз персонифицировать все-таки этот вопрос, потому что от того, кто именно является лидером протестных настроений, зависит очень многое. И здесь Олег Алексеевич за последний год-два сделал очень, опять же, много, и это очевидно, что он смог собрать под себя эти протестные голоса. Поэтому я вот что могу сказать. Да, безусловно, если действительно эти выборы состоятся, если там уйба, не уйба, кандидат от партии власти пойдет, на него будет заточена и будет работать вся машина, но я вот что хочу заметить. По сравнению с Газером в 2014 году, Гапликов в 2016 году набрал уже на 15, по-моему, где-то около того, процентов меньше голосов, 60 с копейками. И, ну, мы сами понимаем, что это достаточно такая цифра очень сомнительная. Если даже добиться хотя бы второго тура в выборах главы, это будет очень, и даже если Олег не будет избран главой, это будет очень существенный результат, который радикально переформатирует политическое поле республики. Поэтому само по себе, я уверен, у Олега очень неплохие шансы, как минимум, довести дело до второго тура. Николай, вы в самом начале уже обмолвились о том, что вы будете поддерживать Олега. Как вы оцениваете шансы? Я буду работать от всей души, чтобы эти шансы увеличились. Но я понимаю, насколько много подтасовок в этом деле будет, и поэтому выборы будут нечестными. Вот самая суть. Если были честными, шансов было бы много. Нечестные выборы уменьшают шансы, но главное дело здесь не выиграть, хотя очень хочется. Главное дело показать, что у нас есть народный губернатор, идти по принципу. Но не удастся на этот раз, он еще молод, в следующий раз точно пройдет. Спасибо. Сегодня, когда вчера стало известно о том, что Гапликов уходит, я сегодня ожидал такой пост, ну, с информацией, с новостью о том, что я выдвигаюсь на пост главы Республики Коми от Леонида, но Олег опередил. Леонид, есть ли у тебя такие мысли и как ты оцениваешь шансы у Олега? Я хочу опять развернуть этот вопрос в другую сторону. Мы видели победы вот этой системной оппозиции. Мы видели, значит, ну вот единственным относительно успешным кейсом на сегодня можно назвать историю в Хабаровском крае, где Фургал имеет, ну, мало того, что он губернатор, но он еще имеет парламент, который его поддерживает. Значит, на мой взгляд, ну, все остальные истории, они неблагоприятны. Все остальные истории, они приводят к тому, что губернатор или уходит, как Левченко, да, вот коллега Олега Михайлова, да, который победил в Иркутске, и тоже там был второй тур, значит, или, значит, становится, как Потомский там и так далее, становится номенклатурой такой же, как все остальные. Значит, гораздо важнее взять власть в парламенте. И вообще республика должна быть парламентской.
Вот, значит, и кто бы ни был в результате как бы главой, а я буду очень рад, если главой будет Олег Михайлов, это, конечно, будет прекрасно. Вот, значит, но коалиция, которая будет в парламенте, она продавит на самом деле любого губернатора, даже ставленника Москвы, потому что ему деваться некуда будет. Если эта коалиция будет работать в интересах республики, то любой глава будет вынужден с ней работать, с ней считаться, будет прозрачный бюджет и будет совершенно другая ситуация. Давайте, друзья, давайте возьмем этот парламент, это наш парламент. Вот, потому что, вы понимаете, ну хорошо, ну победил Олег Михайлов, прекрасно. Да? Кстати, тут говорилось хотя бы довести до второго тура. Если будет второй тур, то значит Олег Михайлов победил. Вот, второй тур это все, это он смертелен для ставленника власти. Но мы видим, как легко избранного народом значит, главу можно убрать одним единственным указом, одним росчерком пера. Что это значит вообще? Что вообще в этих условиях означает вот эта победа? Очень мало, к сожалению. И что можно сделать с парламентом? А с парламентом невозможно сделать ничего. Потому что разогнать парламент не может никто. Поэтому давайте вот работать над этим. Как бы. Если, и при этом, как бы, да, прекрасно, если значит, кто-то из системной, несистемной оппозиции будет главой. Это будет, ну, это упростит, конечно, все. Вот. В эфире была рубрика «Неисправимый оптимист». Спасибо, Леонид. Олег, все-таки, если мы абстрагируемся несколько от предвыборных обещаний, от там, лозунгов, от некоторого популизма, да, что там, мы сможем сделать на посту, если нас изберут и так далее, вот на данный момент, насколько, как вы сами считаете, велики ваши шансы? Насколько вам, по своему внутреннему ощущению, удалось аккумулировать поддержку тех людей, которые живут в коме? Ну, во-первых, я бы хотел вот что сказать. Дело в том, что весь анализ опыта участия, значит, системной или там несистемной оппозиции в выборных кампаниях основан на, значит, стабильности системы в целом в Российской Федерации. Сегодня, я повторюсь, в 2020 году мы входим в турбулентные потоки. И это мы все прекрасно видим. Поэтому в этих условиях, естественно, шансы на победу, значит, а не просто на участие, они существенно возрастают. Поэтому мы за последние годы сделали очень многое для того, чтобы консолидировать всех жителей Республики Коми вокруг, значит, нашей команды. Вот. Поэтому здесь, естественно, мы рассчитываем на поддержку очень широких слоев граждан Республики Коми. И я думаю, что хорошо поработав, мы сможем, значит, победить и реализовать те задачи, которые перед нами стоят. Господа, я благодарю вас за то, что вы потратили час своего личного времени в пятницу вечером, несмотря на то, что карантин сейчас, самоизоляция, я думаю, у многих были домашние, как минимум, дела, и поговорили с нами о том, что произошло и как мы будем дальше жить. Я надеюсь, что те инсайты, ваши размышления найдут отражение на страницах интернет-журнала 7 на 7. Практически у каждого из вас есть блог там. Пишите. Я надеюсь, что не последний раз встречаемся. Времена наступают интересные, будет что обсудить. До свидания. До свидания. Всего доброго.